Дима Торпеда виграє у 26-му турі на виїзді, виграє з, можна сказати, буйним ліком 0-3. Як ти оцениваешь сегодняшнюю игру команды и как вовле твои вражения после матча? Ну, на самом деле игра получилась, несмотря на счет, очень тяжелая. Во-первых, погода и поле немножко вязкое было. Все-таки тяжело, тем более команда Барановича играет в такой, можно сказать, футбол, который складывается за счет борьбы, длинных передач. Но все понимали, что отступать нам некуда, и дальше отступать также в следующих турах нам просто некуда. Все понимают, что в каждом матче нужны 3 очка, поэтому первый тайм, можно сказать, создавали моменты, да, раскачивались, не удалось забить, где-то вратарь сыграл хорошо. Во втором тайме вышли, быстрые голы нам помогли, и потом просто почувствовали уверенность и довели матч до победы. Ты чув, як завзятори скандовали Дмитрия Томела? Да, слышал. Конечно, когда играешь, даже когда что-то получается или что-то не получается, приятно всегда слышать, что болельщики, фанаты рядом с командой, рядом даже с отдельным каким-то игроком, что все понимают, что да, есть неудачные матчи у команды и у тех же отдельных игроков, но приятно слышать, когда, конечно, скандируют твое имя. Спасибо, конечно, за это большое фанатам. Я ведаю, што перад гэтым матчам і зразумела Андрей Юрьевич Пышнік і Андрей Владимирович Салангін, наш спартовы дырэктар, штосьці казалі вам, скажем, у раздзевалкі, што яны казалі, калі не сакрэт? Это была нейкая мотивация? Ну, как бы и директор, и тренер. Сегодня особо таких слов не было сказано по поводу игры. Мы разбирали и знали, как играть, в принципе, в этом матче. Но было сказано, что, ребят, отступать, как я говорю, уже некуда. Что давайте, несмотря на то, что было в прошлых матчах, что сейчас нужно кровь с носа 3 очка. Как вы заработаете 3 очка? Как вы будете забивать голы, что вы будете делать на поле, нам не важно. Давайте покажем, что у нас на самом деле есть характер, и мы должны любимым способом добиться победы. И эти слова как бы... Тут уже других слов просто не нужно было говорить. Все понимали, что сегодня только 3 очка, только победа.